последнее время все более частыми становятся заявления руководителей разных стран, от крупных до малых, о необходимости реорганизации и пересмотре принципов работы Организации Объединенных Наций. Так, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что следует пересмотреть структуру и состав работы Совета Безопасности ООН. Ранее идентичные заявления звучали из уст президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана, премьер-министра Индии Нарендра Моди и руководителей ряда африканских стран, которые требуют, чтобы как минимум 2 африканских государства были представлены в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Как мы видим, на сегодняшний день практически все развивающиеся страны солидарны в том, что ООН должна трансформироваться для того, чтобы более эффективно отвечать вызовам современности. В данной связи следует отметить, что в случае реорганизации работы ООН необходимо будет учесть мнение и позицию малых народов. В частности, речь идет об Абхазии, Южной Осетии. Если брать историю вступления, к примеру, Грузии в состав Организации Объединенных Наций, которая стала частью ООН практически сразу же после объявления своей независимости в 1992 году, то здесь следует отметить, что на тот момент ни Организация Объединенных Наций, ни западные партнеры Грузии не поинтересовались, является ли Абхазия частью Грузии, несмотря на то, что сама Грузия заявила о том, что, безусловно, это территориально целостное государство, что на тот момент и сегодня не соответствует действительности. Более того, здесь можно привести другой исторический пример. После развала Российской империи Грузия в свое время подалась в состав Лиги наций, когда указала свои границы вплоть до реки Туапсе, что, конечно же, с исторической точки зрения абсолютно, такой абсурд, поскольку никогда данные территории не были во власти централизованного грузинского государства, и в целом на данном пространстве никогда исторические этнические картвелы не проживали. Но тем не менее международному сообществу это не помешало прислушиваться к мнению Тбилиси, проигнорировав, к примеру, нас, абхазский народ, Абхазию. И хочется надеяться, что все-таки в условиях как раз формирования параллельных центров принятия решений в виде БРИКС, ШОС, Евразийского экономического союза и прочих интеграционных объединений, под их влиянием деятельность Организации Объединенных Наций будет реорганизована, и такие государства, как Абхазия, как минимум получат статус наблюдателей при ООН. Такой статус есть у Палестины, и раз уж мы все являемся сторонниками принципа равенства суверенных наций на самоопределение, и раз уж мы являемся сторонниками основных принципов международного права, то следует учитывать права, в том числе малых народов. Вот подобного рода мысли хотелось бы сегодня высказать.